Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы! В сегодняшнем видео я бы хотел вам рассказать о одном незаконном бизнесе незаконного президента Туркменистана, мошенника Бердымухамедова. Я всегда задавал себе вопрос, почему эти диктаторы Ниязов и Бердымухамедов так зациклены на строительство новых объектов, помпезных, дорогостоящих объектов. Почему, когда у нас в стране очень много проблем социальных, маленькие пенсии, маленькие пособия, безработица больше 70%, большие очереди за продуктами питания, очередь за получение заработанных денег, проблемы нашего общества, проблемы с образованием, коррупция в стране. Почему в это же время бизнес Бердымухамедова, строительство дорогостоящих объектов продолжает процветать? Ни коронавирус, ни пандемия, ни тяжелая экономическая ситуация не могут помешать его бизнесу. Я себе задавал эти вопросы. И наконец-то я нашел ответ. Я бы хотел поделиться с вами с этим ответом. Начнем все по порядку. В Туркменистане за последние 30 лет строится много помпезных, ненужных для нашего народа объектов. Весь смысл этого строительства, этих ненужных объектов, возможность официально своровать из бюджета нашей страны, а также из внебюджетных фондов Туркменистана государственные средства в валюте, то есть доллар США. Мы по сегодняшний день не знаем реально точную сумму потраченных государственных средств на все эти построенные объекты. Мы также не знаем, сколько государственных средств нашей страны находится на этих зарубежных счетах, так называемых внебюджетных фондов, доступ к которым имел только президент Туркменистана Ниязов и господин Жадан, а теперь Бердымухамедов. Ни Центральный банк Туркменистана, ни Министерство финансов Туркменистана не допускается к получению какой-либо информации об этих внебюджетных фондах. Все засекречено, тщательно. Все средства, находящиеся на этих счетах, сформировались за счет продажи наших природных ресурсов, нефти, нефтепродуктов и газа. Это значит, Бердымухамедов играет в одни ворота. То есть, эти средства вне учета, и он может их потратить как хочет. Так как эти народные средства не учитываются, не попадают в наш бюджет, они спокойно тратятся без ведома нашего народа на всякие ненужные проекты. Как мы говорили, даже Центральный банк не имеет сведения по операциям этих счетов. То есть, деньги проходят, как говорят в народе, мимо кассы. Все контролируется и управляется лично Бердымухамедовым и Жаданом. Эту схему воровства создал Ниязов вместе с Жаданом. Это отдельная криминальная история. К ней мы еще вернемся. То же самое продолжает делать Бердымухамедов. Когда мы придем к власти, мы обязательно разберемся с этими внебюджетными фондами и стоимостью этих помпезных, никому не нужных, дорогостоящих объектов. Всеми произведенными затратами государственных средств. Все участники этих махинаций будут привлечены к ответственности. ДВТ сделает все, чтобы провести расследование деятельности этих фондов и криминального участия в этом президентов Туркменистана, мошенников Ниязова и Бердымухамедова. Вернемся к коррупционному бизнесу диктаторов Туркменистана. Представим себе масштабы воровства Ниязова и Бердымухамедова. Итак, за последние 30 лет было построено всяких ненужных объектов более чем на 120 миллиардов долларов США. Как вы знаете, как уже заведено в Туркменистане, вся архитектура столицы и весь строительный бизнес лично контролируются президентами. Так, из потраченных на строительство объектов за последние 30 лет было украдено свыше 80 миллиардов долларов США. Или приблизительно 60% от стоимости всех строящихся объектов. Вы спросите, каким образом? Все очень просто. С завышением стоимости строительства объектов более чем в 3 раза. Откаты, подкаты, взятки, совместный бизнес с Ахмед Чалыком, партнерство в его фирмах, долевое участие Бердымухамедова в его фирме и так далее. И это только доход от строительного бизнеса Бердымухамедова. Я даже не учитываю бизнес родственников Бердымухамедова. На вывозе товаров без таможенных уплат, без акцизных, неуплата налогов на добавленную стоимость. Просто воровство бюджета, рэкет государственных организаций, отжим бизнеса в частном секторе и так далее, и так далее. Вы думаете, откуда у них деньги? Вы думаете, они зарабатывают, делают бизнес как другие? Нет, просто воруют. Сегодня незаконный президент в Туркменистане, мошенник Бердымухамедов, не занимается управлением государством. Он занимается увеличением своих миллиардов и строительным бизнесом. Вы скажете, ну все же он что-то построил, вот город цветет и так далее. Да, он построил на 40% выделенных средств, а 60% он украл. То есть он сам не строил, он просто выделял объекты, назначал соответствующую фирму, откуда он получит свой откат, а большинство объектов просто передавал Ахмед Чалыку, где он имеет
долю в его бизнесе. Поймите правильно, ни Ниязов, ни Бердымухамедов ничего не строили. Они не ходили, не ездили на объектах ночью, днем, не делали планерки, не совещания с этими строителями или с архитекторами днем и ночью, не рассматривали всю ночь в кабинете министров строительства или градостроительства. Нет, они просто распределяли деньги, воровали оттуда свою долю и распределяли объекты, кто должен строить. Все. То есть любой человек на их месте мог бы построить гораздо больше, на 60%, то есть в 3 раза больше, плюс архитектурные достопримечательности, которые имеют какую-то архитектурную ценность, которые были бы полезны для нашего народа. Он бы строил объекты промышленного и социального значения. Школы, детсады, училища, техникумы, университеты, детские ясли, больницы, парки для отдыха, предприятия, которые будут приносить прибыль и возвратят эти деньги обратно. Нет, его бизнес сводится к тому, распределить объекты, своровать оттуда деньги 60%, назначить свои фирмы, как подряд, и потом приехать, ленточку порезать и показать народу, вот я же построил. А то, что 60% украл, уже другая история. Это бизнес Бердымухамедова. Если бы эти два президента были бы настоящими градостроителями и порядочными людьми, они бы построили на 120 миллиардов реальных денег объекты. А не объекты, стоимость которых были завышены в 3, 4, 5 раз. И чем помпезнее, чем дороже, тем лучше, потому что одним почерком можно собрать все. 60%. Чем строить много мелких 2000 объектов. Их это даже не интересует. Все объекты в Туркменистане, которые вы видите, могли бы построены максимум за 40 миллиардов. Все остальные средства в размере 80 миллиардов были украдены этими двумя диктаторами, Ниязовым и Бердымухамедовым. Это значит, если мы жили в демократическом обществе, где народ контролировал каждый доллар, затраченный на строительство объектов, мы бы построили в 3 раза больше объектов. Мы построили на 120 миллиардов долларов строительных объектов. То есть, к тому, что сейчас вы видите и построено, мы бы еще плюс к этому, не тратя ни одного дополнительного доллара, дополнительно построили бы в 5 вилаятах на 80 миллиардов объектов. Или на 16 миллиардов для каждого вилаята. Вы представляете объемы строительства, которые должны были бы быть, если бы не было воровства? И эти объекты были бы социального назначения, индустриального назначения, промышленного назначения. Наш народ сейчас не хотел бы, не попрошайничал. Потому что эти 80 миллиардов остались бы в стране. То есть эти деньги были проинвестированы в объекты, на которых наши люди работали бы, платили бы социальные выплаты и налоги. И оттуда опять бюджет зарабатывал свои деньги. На заработанные деньги они покупали товары у бизнесменов. Бизнесмены получали бы прибыль. Оттуда налог на добавленную стоимость и налог на прибыль опять поступал в государство. Эти бизнесмены завозили бы товары, платили бы таксы, пошлину таможенную. Привезя товары, они бы складировали где-нибудь. Они бы использовали транспорт, чтобы перевезти эти товары. То есть экономика бы крутилась, предприятия бы работали. Мы бы сейчас не были в таком плачевном состоянии. Вы представляете, сколько заводов и фабрик, объектов социального назначения мы могли бы построить в каждом вилаяте? Мы бы могли направить в вилаяты 80 миллиардов долларов США, плюс к тому, что уже сегодня было построено в Туркменистане. Или раздать каждому гражданину Туркменистана по 16 тысяч долларов США. Например, если средняя семья в Туркменистане состоит из 4 человек, то они могли бы получить от государства помощи в размере 64 тысячи долларов США. Каждая семья смогла бы спокойно купить себе квартиру и одну автомашину. Эти деньги не были бы вывезены из оборота Туркменистана. Они бы продолжали работать внутри страны. Строительный и коммерческий бизнес процветал бы. Конвертируемость маната была бы очень устойчивой. Бюджет получил бы дополнительные средства. Увеличились бы заработные платы бюджетных организаций, учителей, преподавателей, госслужащих. В общем, экономика Туркменистана усилилась бы. В течение года 60% этих средств возвратились бы в бюджет в виде акцизов, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль. Вернемся к мошеннику Бердымухамедову, к его строительному бизнесу. Если сказать кратко, его бизнес состоит из того, что Бердымухамедов и его окружение, они завышают в 3-4 раза стоимость строительных объектов, берут взятки, откаты, подкаты. И на этом существует целая система. Деньги оплачиваются с небюджетных фондов Туркменистана, которые находятся не на территории Туркменистана.
и которые лично контролируются Бердымухамедовым. То есть природные ресурсы продаются, перечисляются на внебюджетный фонд, который находится в Дойчбанке или в другом банке. Он выбирает строительные объекты, завышая цены, оттуда финансирует сам, ему приносят откат, он откладывает. В большинстве случаев эти объекты передаются Ахметчалыку, где он имеет долю, там они сосредотачиваются, и миллиардер показывает Туркменистану, приезжая, реже ленточку, что вот, эти деньги я освоил. Но на самом деле это просто мошенничество. Это просто воровство государственных средств. И Бердымухамедов в первый год своего президентства должен был сесть в тюрьму. Он уже этим занимается 13 лет. Он занимался этим еще, будучи вице-премьером, министром здравоохранения. Но это другая история. Если вы видели недавно программу «Ватан», где Бердымухамедов летит на вертолете и рассматривает свои будущие стройки, то есть свой будущий бизнес, то есть свои будущие миллиарды, откуда сколько он сворует. Когда он смотрит на объект, он смотрит, так, вот здесь можно влепить могущественный, большой, никому не нужный, помпезный объект. Самое главное, чтобы стоимость подороже была. В золоте там и так далее, и так далее. Это просто бизнес Бердымухамедова. Ничего личного. Незаконно избранного президента Туркменистана Бердымухамедова, конечно же, не интересует, что наш народ умирает от эпидемии коронавируса, которой в Туркменистане официально нет, что народ не знает, как прокормить свою семью, что из-за сложной эпидемиологической, экономической и социальной ситуации во многих регионах начались мародерства, увеличилась безработица, она перешла отметку 70%, что часть нашего народа открыто лазит по мусоркам, ищет себе пропитание, что нищета захватывает целые поселки, что все мечтают и живут с одной лишь целью, как побыстрее уехать от этого бердымухамедовского рая. Во всех сферах деятельности государства, во всех сферах жизни коррупция процветает 100%. Наплевав на проблемы нашего народа, мошенник Бердымухамедов увлечен только так называемым зарабатыванием своих миллиардов на строительство ненужных объектов для нашего народа. Больше его ничего не интересует. Наш народ он воспринимает как своих рабов. А свой репрессивный орган в лице Министерства внутренних дел, полицейских, сотрудников Министерства национальной безопасности, работников судов, прокуратуры, он воспринимает как своих собак для уничтожения непослушных рабов. Только за прошлый год, 2020, в Туркменистане он оплатил более 2,5 миллиарда долларов США за строительство объектов. Естественно, по завышенной цене. Кроме этого, он строит целый город в Ахалском вилаяте. Подарок для своего сына за 3,5 миллиардов долларов США. Естественно, там тоже одна и та же техника будет применяться. Завышение стоимости объектов для получения откатов и подкатов, взяток. Это просто бизнес Бердымухамедова. Уважаемые туркменистанцы, для чего я это вам все рассказываю? Чтобы вы реально могли себе представить масштабы мошенничества и воровство государственных средств диктаторами Ниязова и Бердымухамедова. За 30 лет они построили объектов более чем на 120 миллиардов долларов. Из них 80 миллиардов они просто унесли из страны. Доказательством этого являются следующие примеры. Например, дети Ниязова. Дочка проживает в Англии, имеет на закрытых счетах миллиарды по всему миру, скупает недвижимость в Англии, Германии, в Бельгии, во Франции, в Испании. Откуда у нее эти деньги? Она ни один день не работала, ни один день не ходила на работу, не занималась бизнесом, не брала кредиты, не брала риски. Или же сын Ниязова, Мурат Ниязов. Этот человек ездит по Европе, играет в казино. Ездит из одного дома своего в другой дом по Европе. В Германии, в Бельгии, во Франции, в Испании. Катается, играет в казино. Только за одну ночь в казино Испании он проиграл более 120 миллионов долларов. По личному указанию Ниязова эти деньги были оплачены государством из внебюджетного фонда. И господин Мурат Ниязов был освобожден из-под стражи. То есть за 24 часа господин Мурат Ниязов, сын великого Туркменбаши, истратил бюджет целого региона, например, Лебабского вилаята. 120 миллионов долларов. Эти деньги – это оплата за природные ресурсы нашей страны, другими словами, народные деньги, государственные деньги. Какое отношение имеет государство к убыткам сына Ниязова, Мурата Ниязова в испанском казино? Никакое.
Но так как Ниязов, как и Бердымухамедов, управляет лично закрытыми внебюджетными фондами, которые находятся вне бюджета, за пределами Туркменистана, мы даже не знаем об этом, что они там делают, как они воруют. Мы даже не знаем, сколько денег там находится. Мы даже не знаем, куда они уходят. Дети Ниязова живут в Европе спокойно, шикуют. Им глубоко наплевать на катастрофическую ситуацию нашего народа в настоящее время. Они живут спокойно и шикарно только благодаря, что их папа, великий Туркменбаши, украл миллиарды в Туркменистане и просто им передал. Очень странно. Мы этого Туркменбаши воспринимаем как Туркменбаши, похоронили его в мавзолее за то, что он украл миллиарды, за то, что он страну довел до диктаторского строгого режима. То есть весь Туркменистан превратился в тюрьму строгого режима. Это разве справедливо? Я считаю, нет. А как вы считаете, дорогие туркменистанцы? То же самое творится с детьми Бердымухамедова и его племянниками и родственниками. Его дети живут во Франции, в Германии, в Англии, в Бельгии. Они покупают недвижимость в Европе, тратят миллионы, шикуют, не заботятся ни о чем. Они также никогда в жизни не работали, не занимались бизнесом. У них статус дети миллиардера, незаконного президента Туркменистана, мошенника Бердымухамедова. Все туркменские посольства этих европейских стран вместе с послами обслуживают только родственников Бердымухамедова. Исполняют любые их капризы. Поэтому, когда у простого народа какие-то проблемы возникают, заменой паспорта или другие проблемы, связанные с нахождением их в Европе, туркменское посольство даже не отвечает на звонки. Просто не реагирует. Их не снимают с работы. За это им дают медали. И хвалят. И дают повышение. Если сделать маленькое резюме по бизнесу незаконного президента Туркменистана, мошенника Бердымухамедова, можно сказать, что его строительный бизнес – это только один из нескольких доходов. Что этот диктатор вообще не интересуется реальным тяжелым положением своего народа. Ему глубоко наплевать на свой народ. Ведь его народ не избрал. Он не спрашивал волю народа, когда становился президентом. Его назначили два мошенника, Жадан и Храмов. Они вместе продолжают воровать государственные средства, используя разные контракты со многими фирмами. Поймите, Бердымухамедов нас приведет только в тупик. Этого героинового торчка, наркомана, не интересует ни развитие экономики нашего государства, ни улучшение условий нашего народа. Чем беднее и необразованнее народ, тем легче воровать и грабить государственные средства. И проще угнетать народ. Дорогие туркменистанцы, мы должны понять одну очень важную вещь. Эти два диктатора занимались только ограблением нашего народа. Они стали миллиардерами. Они никогда не заботились о нашем народе. То, что один из них сделал дешевый газ, воду и электроэнергию, это не для того, чтобы нам помочь. Это чтобы нам не дать большую зарплату и сделать так, чтобы мы не умирали. Чтобы нас усыпить, чтобы мы закрыли глаза на все его преступления. Ниязов смог за 4 года своего начала правления уничтожить всю оппозицию, все политические партии, сильных хозяйственников, гражданское общество, активистов, режиссеров, поэтов, писателей, талантливых журналистов, всю интеллигенцию. Я вам скажу, ему это удалось. Бердымухамедов за 13 лет не только стал миллиардером, он вообще загнобил наш народ. Наш народ безнадежно провалился в нищету. Он развалил экономику, всю социальную систему Туркменистана, всю систему образования, всю медицинско-страховую систему Туркменистана. Все развалил. Про хозяйственную отрасль я вообще не говорю. Он оттуда, своими сокращениями, он привел страну не только к экономическому и социальному кризису, политическому кризису. Он привел страну к технологическому кризису. Вы представьте себе, разве за всю историю Туркменистана, во всем Туркменистане 2 часа отсутствовала электроэнергия или нет? Такого не было. Это потому, что нехватка специалистов. Это потому, что идут большие сокращения, и один специалист не успевает контролировать множество объектов, или множество деталей, или множество поручений. Он не может исполнять физически. И поэтому начинаются технологические катастрофы. Это только начало. С этим диктатором мы не придем никуда. Его бизнес – это отдельно его бизнес. Он миллиардер, и он будет увеличивать свои миллиарды.
Но мы, как народ, мы банкроты. Мы будем жить хуже и хуже. И все эти технологические катастрофы будут наваливаться на нас. Все эти природные катаклизмы будут наваливаться на нас. Потому что олигарх, незаконный президент Туркменистана, мошенник, миллиардер Бердымухамедов живет в другой сказке, в другой жизни. Он открывает золотые статуи своему коню, своей собаке в разгар эпидемии. Ну, просто человек живет спокойно и расслабляется, делает свой бизнес, используя должность президента Туркменистана. Нам нужно остановить этот беспредел диктаторов. Нам нужно построить продвинутое, крутое демократическое общество. Очень сильно развитое демократическое государство, где каждый человек спокойно жил, зарабатывал или получал достойную зарплату. Если не работает, получал достойные социальные выплаты и спокойно мог продолжать жить. Мы должны развивать Туркменистан очень быстро. Мы отстаем даже от наших соседей очень сильно. У нас нету много времени. Весь цивилизованный мир идет большими темпами вперед. Нам надо построить новое государство, где государство не для одного человека, как говорится в программе «Ватан», где государство для всего народа. Я часто слышу от наших туркмен: вот, это все бесполезно, у нас ничего не получится, я ничего не решаю, моя хата с краю. Вон кто хочет стать президентом, пускай приходит, валит этого Бердымухамедова, становится президентом, мне наплевать и так далее, и так далее, и так далее. Я отвечу на мнение этого человека. Активность даже одного человека может кардинально поменять ситуацию. Посмотрите на Илона Маска. Он смог поменять ситуацию в мире. Он смог за 20 лет обогнать Российскую Федерацию в космической промышленности. Он сделал невероятно. Один человек. Активность одного человека может кардинально ускорить смену этого режима. Активность даже одного всего лишь человека может дать мотивацию сотням другим людям. Активность одного человека может дать надежду тысячам. Далеко ходить не надо. Возьмите меня, например. Я борюсь против режима. Режим меня боится. Я даю надежду многим людям. Я не особенный. Я такой же, как вы. Есть другие активисты, которые дают тоже мотивацию другим людям и дают большую надежду. Мы не одни. Благодаря этому ситуация с правами человека в Туркменистане и активностью граждан Туркменистана изменилась. Мы должны понять, если мы встанем, будут изменения. Если мы будем валить на другого все, никогда не будет изменения. Если мы реально хотим изменения, мы должны встать. Нету другого пути. Режим сам не упадет. Он будет продолжаться из одной формы в другую. Из мягкой в жесткую. Из жесткой в чуть-чуть мягкую. Но он будет продолжаться. Подрастает его сын. Через 2 года он уже может стать президентом. В 2024 году у нас выборы. Поверьте, все будет избрано досрочно. Выборов не будет, как всегда. После этого у него подрастает внук, который в 16 лет уже совершил преступление. Изнасиловал девушку. И эти люди будут управлять нашим государством. Вы можете себе только представить, что будет с нашими детьми. Как они будут издеваться с нашими потомками. Надо положить конец этому. Вставайте, дорогие туркменистанцы. Подключайтесь к любому движению, которое борется против диктатора. Выбирайте сами партию, движение, диссидентов, журналистов, кого хотите. Но будьте активными. Это наша жизнь. Мы не должны свое отдать кому-то. Мы не должны свою страну отдать диктаторам. Мы должны показать, что мы есть, что мы живы. И что в наших сердцах бьется еще кровь. Спасибо за внимание. Вперед, Туркменистан. До свидания.